Да, я был в 2002. Страшно вспомнить, 12 лет прошло. Ну да, второй раз получается. Первый раз боролся, а сейчас как бы болельщиком. Но вы сегодня проводили мастер-класс и раньше всегда проводите, да? Нет, для меня это непривычно. В своем зале дома я показываю приемы. Но здесь, когда люди просят, если людям это интересно, принесет какую-то пользу, думаю, лучше соглашаться и постараться, даже если не так хорошо получается, что-то показать, чтобы дети от этого хотя бы получили какой-то интерес к борьбе. Буду так сказать. А дети что-нибудь спрашивают? Не очень. Вчера спрашивали, где ваш брат. За 12 лет что изменилось в Якутске? В Якутске? Хорошие залы построили. Мы боролись на стадионе, если вы помните. А сейчас, говорят, есть вот большой... Здесь можно было легко провести соревнования. Есть у вас еще манежи, где проходят борцовские соревнования. Что еще изменилось? Ну, у вас за это время появились чемпионы мира. Лебедев, да, Витя? Еще много спортсменов подросло. А так? Кого из нынешних борцов можете выделить, из якутских борцов? Не могу сказать. Может, я по юношам, по молодежи мало ребят знаю. Вот сборные были. Так. Из нынешних только вот Лебедева, наверное, вспомню. Я потому что последний чемпионат России пропустил, не было меня там. Ваш край, вот Красноярский, да? На сколько медалей рассчитывает на чемпионате России? Ну, выиграть все хотят. Не такая плотность, не так много в каждом весе, как бы в Дагестане, например, в Осетии, не столько борцов в Красноярске. Хотя человека 3 железно рассчитывают, что они должны бороться в финале и должны выигрывать. Это Уришев, да? Ну, Уришев, Саритов, Сатапан, Белановский, 74 может Даудов побороться. Ну, ребята соберется, посмотрим. И ваши пожелания участникам чемпионата? Ну, чтобы хорошая борьба получилась. Честная борьба, без травм. Спасибо. Спасибо. Тренироваться, добиваться успехов. Что можно еще пожелать? У них есть условия, пусть тренируются, добиваются. Интереса к борьбе.